Пророка СЖС восточный зодиакальный календарь Христоси 12 апостола. Во втором регистре представлена сцена апокалипса. На острове Патмос Иоанн богословствовал свидетелем откровения Иисуса Христа, а его втором пришествии о появлении Антихриста и далее прибытии Божьего Царства на землю. Это символически. Илья пророка вот эта икона здесь в земле хранится, его мантия 6 века до нашей эры. 6 века до нашей эры. Это тот пророк, который вознесен на небеса. Угненной колеснице, с небес он сбросил мантию. А идемте отсюда не видно, это тот пророк, который вознесен на небеса. Угненной колеснице, с небес он сбросил мантию, и она хранится вот здесь под землей 6 века до нашей эры, которую привезли евреи, переехавшие в Грузию во время уничтожения Вавилонских царев Навуходоносор. Евреи жили в Грузии 6 века до нашей эры, да, которую привезли евреи, переехавшие в Грузию во время уничтожения Вавилонских царев Навуходоносор. Во время русификаторской политики грузинский иконостас был заменен русским деревянным, там в этом месте, который не соответствовал зодчеству светицховели в 20 веке. Русский деревянный иконостас был заменен грузинский камень. Это грузинский камень. Святого Николая до сегодняшнего дня сохранился русским иконостас. Грузинский камень отсильно русский иконостас. Это русский деревянный трехъярусом. Русский иконостас, русские иконы. Это 19 веке. Да. Святые мощи Андрея Первозванного. Частица святых мощей. Костцынанаги, маленькая кусочек. От стекла внутри видно. Идет службы проводить экскурсию нельзя. Да. Частица святых мощей. Иерусалимской церкви воскресения 13 века. Это макет мой церкви, которая в день воскресения Христа зажигается святой огонь. Этот макет находится здесь, потому что святые называют вторым Иерусалимом, так как именно в нем хранится хитом Христа. В храме гроб Господня в Иерусалиме. Увлекуния. Фрески фрагмента от 19 века. Единственный фреска на потолке. Сюда, пожалуйста, отсюда не видно. Единственный фреска, только фреска. Осталась, сохранилась от 19 века. Маленькая кусочек. Сюжет не видно. Тоже орнамент на 11 века. 17 века. Арова пришествия Христа в первом регистре. Христа проповедь в Иерусалиме. Христос исцеляет больного. Книжники и фарисеи. В нижнем регистре изображен римский император Константин и его мать Елена. В 4 веке римский император Константин и его мать Елена в Иерусалиме нашли крест, на котором распяли Христа и возвесили этот крест на гору воздвижения креста. Идемте, северная фреска, сюда, пожалуйста. Северная фреска датируется 17 века. Фреска колонны делится на 3 яруса. В первом регистре изображена Троица Ветхого Завета, то есть явление 3 ангелов Авраама и Сары. Во втором регистре изображены 12 апостолов Христа. Петр и Павел держат в руке церковь. В третьем регистре Святая Троица и 4 символических выражения вещателей.
Матфей ангел, Марк Лев, Лука Бик, Иоанн Арион. Отсюда не видно. Матфей ангел, Марк Лев, Лука Бик, Иоанн Арион. Здесь представлена сцена наподобие космической ракеты. Сюда, пожалуйста, отсюда не видно. Лучи наподобие космической ракеты. Наверху прямо. Это сцена зачатия Святого Духа Богородицу. То есть сцена Благовещания. Архангел Гавриил оповещает Богородицу о зачатии Христа. Ты родишь Бога, который возьмет на себя все грехи человечества. Всех 17 века. А в 19 веке маленькая кусочек сюжетный. Для крещения. Извините, у нас двое человек опоздали. Можете еще раз про хитон, пожалуйста? Вот буквально. Где хитон? 2 метра. Его глубина 2 метра. Отцежда Лукашка Христа. Вот все сцены, да, не видно внутри. Археологические исследования, проведенные в 20 веке, подтверждают существование хитона Христа Господня и животворя Христом. Или ливанский кэп, вот здесь. Не видно внутри хитона. Час креста только по праздникам. А хитон, плащаница не. Плащаница в Турине. Плащаница в Турине. Час креста видно только по праздникам. Да, частица святых мощей костная видно, под стеклом внутри видно. Манция 6 века до нашей эры не видно. Не видно 6 века до нашей. Просветительница Грузии Рамла Постана купель била Азаруче и враги его украли. Действующие сейчас крестьян цецей взрослые. Да. Этот крест, на котором оказаны сцены мучения, извините, этот крест, на котором оказаны сцены мучения Святого Георгия, является копией. Сделанной в 17 веке. Оригинал хранится в музее искусств Тбилиси. Оригинал крест Пасхалич. В верхней части оригинал Божемаце Риверская, это копия. Оригинал хранится в музее искусств Тбилиси. Да. В верхней части собора, сюда, пожалуйста, в верхней части собора есть около 60 тайных комнат вакуум. Отсюда не видно, которые во время нашествия предназначались для хранения библиотеки драгоценностей. Туда можно было подняться на веревочной лестнице, как восточной, так и западной стороны маленькая окошко на углу, наверху. На куполе также есть наблюдательный глазок, откуда велось наблюдение над врагом. В 11 веке купол собора был 2 раза выше, чем сейчас. Но время враги трижды разрушали его. Нынешний купол является работой 17 века и не соответствует корпусу купола 100 метров раньше было. Планы храм Святый Цховени представляет собой удлиненный прямоугольник и относятся к архитектурному типу вписанного креста. Архитектурному типу вписанного креста. Святый Цховени другие грузинские соборы являются достоянием мировой культуры. 11 и 12 века считаются золотой эпохой Грузии. Грузия тогда была большой империей от Никопси до Рубанды. 12 миллионов населения в Грузии. Собор обходит крепостная стена. Сюда собор обходит крепостная стена. Это типичное оборонительное сооружение 18 века. Во дворе стоит новая колокольня наверху. Новая колокольня отдельно от храмов. Первый в Грузии колокольня появится уже 8 века. И финиш. Спасибо большое. Это очень круто. А сколько ваш